В одной из своих работ по истории я привел слова Руновского из его дневника, где он, со слов Шамиля, приводит, как Шамиль хвалит Байсангура. Но это у ненавистников-чеченцев вызвало бурю негодования, протестов. Я, конечно, давно уже вижу этих недостойных коммент клавиатурных героев. Они громко кричат, что чеченцы националисты, а сами сидят глубоко в этой грязи. Им не понравилось, что Шамиль похвалил Байсангура. На почве национализма они проклинают и считают это ложью. Не буду делать долгое вступление. Я хочу ответить нескольким ненавистникам чеченцев. Этот ответ я делаю для того, чтобы, во-первых, сохранить историю, и, во-вторых, чтобы любой чеченец, который столкнется вот с такими ущербными нелюдьми, мог ссылаться на это видео, чтобы отправить доказательства. Часто встречаются комментарии, что Байсангур сдался. Вот таким ненавистникам чеченцев дайте пощечину этим видео. Смотрим и слушаем архивные документы о пленении Байсангура. Марта 20-го дня 1861 года беноевский житель Байсангур по суду, произведенному на основании полевых уголовных законов, оказался виновным в измене русскому правительству, произведении возмущения между ичкерийцами и другими горцами с целью, тут старое слово русское использовано, скажем, с целью отсоединиться от подданства России и в упорном сопротивлении с оружием в руках при взятии его нашими войсками. Тут мы уже видим, что Байсангур сражался до конца, что он упорно сражался, пока его не взяли в плен. В упорном сопротивлении с оружием в руках при взятии его нашими войсками, а потому я конфирмовал, то есть принял решение, это старое слово, конфирмовал русское, подсудимого Байсангура казнить смертью, повесить, о чем и объявляю по войскам Кавказской армии. Подлинно подписал главнокомандующий генерал-фельдмаршал князь Борятинский. Это, опять же, доказывает, что Байсангур сражался до конца, до последнего, что он попал в плен. Теперь следующий документ. 16 февраля 1861 года Байсангур был схвачен. О его пленении, случившемся в результате короткого сражения, внимание, тут не говорится, что он сдался, тут говорится о коротком сражении. В рапорте от 18 февраля 1861 года начальник войск Зандакского наибства майор Муравьев писал: «Узнав, наконец, положительно через доверенных мне лиц и лазутчиков о месте пребывания Байсангура Султан-Мурата с их шайками, я выступил 16 числа. Они были тотчас сбиты, оставив одного раненого и двух пленных, в том числе Байсангура, виновника возмущения. Военно-полевой суд приговорил Байсангура к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение. Тело тайно предано земле».